Вопрос, который задают часто сами кавказцы и чеченцы, и ингуши. Слушайте, говорят, а у нас J1, но это же еврейская гаплогруппа, что мы, получается, евреи, они говорят. А нет, на самом деле та же ДНК-генеалогия показывает, что вовсе не евреи и никакого отношения в религиозном, социальном, историческом отношении не имеют. Потому что эта гаплогруппа J1 образовалась 32 тысячи лет назад, задолго до вообще появления евреев на исторической арене. И как это вот, откуда мы узнали, да, что 32 тысячи лет? Очень просто. Берется выборка людей, и у них Y-хромосом анализируется, и считается, сколько мутаций образовалось от появления этих, так сказать, людей от того, что в их ДНК, до настоящего времени. И вот по, допустим, чеченцам образовалось в среднем 223 таких мутаций, СНП-мутаций. Это несколько другие мутации. Это уже мутации, которые необратимые. Это те, которые вошли в ДНК и больше не меняются. Если у гаплотипов мутации меняются взад-вперед, ошибается система, то там. И вот таких 223 СНП-мутаций, и в среднем посчитано уже 144 года в среднем на образование одной мутации. Умножаем 223 на 144 года, получается 32 тысячи лет. То есть это очень древнее было отпочкование от дерева, как бы, системы, там, Y-хромосомы, ушли в сторону эти самые кавказские народы. Поэтому здесь к евреям не имеет ни малейшего отношения. Хотя есть горские евреи, которые, но это уже другой разговор, это не чеченцы, это не ингуши, это горские евреи, они действительно имеют прямое отношение к евреям, многие из них. Опять же, есть разнородность, есть вкрапления, но и причем они идут вглубь на 4000 лет назад, как раз во времена, условно говоря, Авраама. Хотя мы, опять же, не знаем, это общий предок евреев.